Я оставляю человека наедине с природой. Я не хочу, чтобы кто-то присутствовал в этом пейзаже и мешал восприятию. Облака, они постоянно меняются. Вот как море, как огонь. То есть они же постоянно в движении. У меня облака просто, они завораживают. В пейзаже ваше настроение. Ловить дуновение ветра, подойти так тонко, да? Или как шелестит трава, да? Вот это, наверное, очень важно. Я пишу, потому что мне нравится, да? А знаковые они там, ну, пусть потом рассудят, знаковые они, не знаковые. Родился я в небольшом городке, который называется Славгород. Там сливаются две реки – Сош и Проня. И вот когда весна, сейчас тоже весна, там заливные луги, 5 километров, все залито. И я помню себя, когда мне было год с чем-то, я проснулся, и солнце было огромное на все окно. Это я запомнил. И вода была, она была золотистая. Вот. Я не понимаю, почему я запомнил это, да, но это было так. Еще лодки ходили, такие лодки, и вот это впечатление. А еще мы жили на окраине, частный дом был такой, да, вот. И потом, и прямо вот с этого окна сразу начиналась вода, то есть это высоко было, как будто берег, да, вот весной. И когда вот эти таяли снега, да, там такие обрывы были, и вот эта капель там, да, и вот это, когда уже в школу пошел, вот начал рисовать, у нас была такая печь, да, белая, так побельная. И как-то, помню, я еще совсем маленький был, еще в школу не ходил. И вижу, мать сидела, и там был свет, и профиль его. И я взял гвоздем, все выцарапал профиль, так глубоко-глубоко. У нас был педагог Немилинцев Михаил Федорович. Вот. И чем он был хорош? Ну, во-первых, он войну прошел, там, но это тоже не важно. Но если на уроках все сидели спокойненько, да, то он... У него свобода была, да, и вот это нравилось. Потом он преподавал еще в Доме пионеров, и там тоже он включал музыку, там классическая музыка была. Было там очень много бумаги лежало. Сколько хочешь, только бери. Как-то смотрел каталог республиканской выставки, еще детской, да. И вот Бобруйс, там несколько на республиканской выставке, там 2-3 человека, а у нас там целый большой список. Вот, потому что свобода и вот это отношение к детям, к нам там, да, это было просто потрясающе. Я вначале учился на училище, да, потом, ну, естественно, там и не мы выезжали на пленэр там и прочее там, и мне нравились композиции, мне нравилось и обнаженки там и прочее, да. У нас были хорошие педагоги. Ким Шестовский, да, и Боровко Валентин. Валентин Боровко потрясающий рисовальщик был. Вот. А еще был Калюжный такой, композицию вел, и если раньше запрещали ходить в церковь, да, то мы, когда делали композицию, он читал нам Библию, да, вот, потом нас просили, ну, не то, что просили, была обязанность такая, чтобы ты на занятия приходишь, чтобы было 70 набросков, не меньше. После училища мне не было проблем нарисовать там. Я думал, зачем для композиции позируют и прочее делают. То есть не было проблем нарисовать в любом ракурсе, там, обнаженные фигуры или прочее, да? Я в академии работаю с 1972 года, и потом, как уже оказалось, он мне признался, что я у них преподавал рисунок. Вот. Это для меня тоже было несколько неожиданно, потому что вы сами понимаете, сколько людей вращается. Ну, вот за этот период они растут, мужают, становятся бородатые, седые. И не каждого можно потом узнать, когда встречаешься. Ну и как-то мы с ним разговаривали, это было на какой-то выставке, и представляли наши общие работы. А Леонид Михайлович взял меня, представил. Говорит, Виктор Викторович, у меня рисунок преподавал. Я на 5 раз поступил. Ну, ничего. Потом я поступал в полиграфический во Львов, все сдавал, но заболел. Вот, и эти педагоги говорят, ну вы, говорит, белорусы, так, говорит, в войну так сражались, говорит, ну давай, можешь отлежаться. Мы учились амаль разом, только что на разных отделениях. Я там на графичном дизайне, а я на кафедре графики. Вот это той час, когда мы, ну,
познаёміліся, ведалі адзін аднаго. І быў вельмі такі, у нас было падарожжа цікавейшае. У канцы навучання, звычайна, это 5-й курс, нашы студэнты ездзілі ў Піцер, в Ленінgrad, наведаць Эрмітаж. А у нас адбылося па-іншаму. В той час ректарам быў Шарамлевич Василь Петрович, і поездка наша адбылася ў заходні Берлін. Можете увидеть, это капіталістычная краіна, калі мы все народжаныя в СССР і раптам трапляем у такое грамадство, где абсолютно все іншае, и наколькі нам было цікаво это. Я же не просто сидел сложа руки. Короче, открылся универмаг «Беларусь», и у нас была хорошая группа, там Дима Суринович, еще там были, да, художники, которые там работали. Вот. И я начал заниматься плакатом на конкурсы и прочее, прочее. Плакаты были разные, там социальные, там бракодел, бракороб. Юные шаленые годы, когда он еще и плакатом занимался, и, собственно говоря, дипломная работа его была посвящена плакату, то можно подумать, что тут, конечно, у него такая база под ногами, которой можно пользоваться, и делать много-много интересного. И вот тут-то как раз уступает место эксперименту. То есть реальный пейзаж, он начинается растворяться, и в экспериментальных работах он старается уже применить какие-то новые, совершенно другие формы, почти на грани абстракции, но вместе с тем мы узнаваем, какие-то образы там узнаются. Почему я назвался пейзажем, да? Это пленеры, это постоянные поездки, да? Это новые люди. Вот, допустим, в Словакии была поездка, я познакомился с Михаилом Ромадиным, да? Это вот был главный художник фильма Тарковского «Солярис». Да? В 2002 году я работал в Союзе художников и занимался выставочной деятельностью, был зампредседателя. Вот. И наладили контакт с Белгородской областью. И мы съездили туда. Мне там понравилось. Там очень интересная такая региональная организация. Очень гостеприимный народ, художники интересные. Вот. И когда я второй раз меня пригласили туда, меня просили, чтобы я привез какого-нибудь художника интересного. И тут как раз я в Союзе встретил Леонида Михайловича. Вот. И он с радостью согласился, с удовольствием. Это был 2003 год, место Чернянка. Очень был интересный международный пленэр. Там были художники из Польши, Украины, России. Вот мы были вдвоем из Беларуси. Некоторые работы написаны по этюдам. То есть, вот, мне почему-то понравилось, вот, когда ездишь и видишь, как работают другие, да, естественно, набираешься опыта. Это постоянно всегда учеба. И вот приехало два художника из России, один Виктор Орлов, и еще с Серпухова был еще Николай Зудов. Вот. И когда все работали на больших холстах, они делали там 10 на 15, там, да, небольшие этюды. Почему это хорошо? Потому что меняется природа, особенно утро, вечер, да, и вот эту ситуацию схватить, вот это, да, когда солнце меняется, там облака, да, очень сложно за длительный промежуток времени. Вот, и в них была целая стена там этих этюдов, но в конце концов они сделали потрясающую работу на основе этих этюдов. И я тоже сейчас берешь картон, вот это есть такой шведский картон, его грунтуешь, даже просто проклеишь, он серый, так красивый, и делаешь этюды. Во-первых, хорошо путешествовать, они легкие, не надо холсты таскать. Во-вторых, есть материал, с которым можно работать. Я снимаю, фотографирую и наслаждаюсь тем, что... Ну, как-то так. Не, ну есть разные люди, есть они зарисовывают, да, но чтобы зарисовать, ну, надо какое-то время, и ты отвлекаешься, и ты не увидишь всего того, чего можно увидеть. Ну, снял, потом уже можно просматривать, анализировать, что-то делать. Другое дело, когда уезжаешь на пленэр, там, и ты берешь уже, пишешь, там, и группа художников, то есть там другая атмосфера. А так, когда путешествуешь, хочется увидеть, вот мы сейчас решили съездить перед Новым годом, да, в Испанию. Ну и решили на машине, и вот ездили там и в Италию, там были в Венеции, там, да.
Ну, как-то, ну, куда там будешь? Там в той же Венеции там негде поставить этюдник. Там пройти трудно, потому что люди. Путешествуют, да, очень часто. Вот в 2017 году я была куратором, я делала его выставку в Греции. Прошла выставка в городе Ламия. С успехом был и мэр, и города, и губернатор. Много ездит по миру, и у него разные пейзажи. Понятно, любая географическая полоса дает свой определенный колорит, рельеф, ландшафт, если так можно сказать. И если взять, к примеру, его зарубежную поездку, то, конечно, мы узнаем пейзаж Хорватии, он совершенно не похож на пейзаж Беларуси. Если он уезжает там в российскую глубинку какую-то, то мы видим, что это тоже средняя полоса. Но она так отличается, эта средняя полоса, например, там, Тверская область, например, там, она вроде близко к нашей полосе, но в то же время есть какие-то нюансы, которых мы на первый взгляд можем даже не заметить. Они, как кажется, есть эти нюансы. Жизнь прекрасна тем, что она строится на нюансах. А для художника нюансы это в первую очередь важны. Иногда нравятся облака, я с облаков начинаю. Иногда вижу, что облака еще не дошли, да, до той ситуации, где они будут интересны, да? Я начинаю делать рисунок земли там, а потом... Вот я были в Гомельской области, вот, и я как-то своего товарища, ну, он мой был руководитель дипломной работы, да, Володя Васюк. Говорю, Володя, встаем? Я говорю, да ты 3 часа ночи, куда вставать? Я говорю, вперед, пойдем. Вот, и мы поставили этюдники там, да, и вот этот рассвет начинался, да, как раз вот и начали писать. Облака, они постоянно меняются. Вот как, ну, как море, как огонь. То есть они же постоянно в движении, да? И там, я не знаю, но меня облака просто, они вот завораживают. Они бывают разные. Они бывают разного цвета, разного оттенка. Кто-то где-то освещены. Где-то там, ну, я просто чувствую, и мне это нравится. Я писал горы Словакии, да. Вот Снина, да, там проходит пленэр, я там много раз был. И они тоже горы постоянно. Вот когда облака идут, они где-то и солнце, да, и от облаков бывает тень. Бывает кусочек земли, он просто закрыт, он темный, да, а потом свет падает, выхватывает какой-то фрагмент, да, и он загорается. То есть и он все разное получается. Вот его такое непосредственное восприятие, вот, чувство восторга вот данного момента, состояния природы. Я сам люблю писать на таких эмоциях, потому что когда мне не нравится, я долго ищу место. А Леонид Михайлович, он как-то быстро это вникает в ситуацию, и пока там ходишь, еще что-то определяешься, смотришь, он уже этюд написал. У него очень такое активное взаимодействие с натурой. Вот. Ну и потом у него очень хорошие такие живописные данные, он колорист хороший, тонко чувствует отношения живописные. Вот. И приятно с ним писать рядом, потому что иногда можно и что-то поучиться. Реализм. Цалком вельми хороший, добрый реализм. А коли была персональная выстава, ну, давно уже там, здається, 50 было, а тоді ці 55 Леоніда Михайловича. То, що він робив в академії, я бачу. Це чудовніші його плакати «Славутості землі білоруської». Тобто вони відзначені, вельми були заважені глядачами і нашою критикою. Але то, що я бачу на виставі, це були краєвиди. Да, навіть не поверил, что это вот человек, который прошел такую выдатную школу дизайна, может так лирично, с такой спокойной, без суеты, сприйманням вот это нашей природы, робить такие речи. Международный конкурс детского рисунка на своей земле. Это вообще непросто, да? Объясняю, почему. Приезжают художники, то есть,
что мне не нравилось, почему согласился? Когда еще учился в школе, да, я это видел, и потом в советское время все это было, может, и сейчас происходит. Отбирают на выставку, да, работы непрофессионалы. И вот, получается, хорошие работы бывают, да, они, может быть, не так выписаны, тогда детские. И они не попадают на выставку. Кто отбирает? Учители, там, так рисование, кто-то еще. Вот. И там они проходят, значит, со школьной, там, на районы, потом на республиканскую, и получается как. И мы решили принцип изменить. То есть у нас можно было прислать с каждого хутора, да, в мире, там, с Америки, с Японии, откуда хочешь, да, прислать, и никто не отбирал предварительно. Все мы пересматривали, отбирали. Приходило до 15 тысяч работ, там около 40 стран, там больше было, 46 было стран. Вот. И жюри было независимое. Я приглашал художников там из России, были из Польши, из Словакии там, и прочее, прочее. Такое международное жюри. Это конкурс, который проводит наш «Зеленый крыш». Я лічу самі такі буйні і самі найцікавіші. Бо удзельнікаў дасягае там до 30 краін. Детки присылают, кіраўнікі этих маленьких мастакоў присылают свои працы на этот конкурс. Можна уявіць, колькі тысяч прац трэба прагледзець і вызначыць найлепшага. І з'язджаюцца удзельнічаць у журы людзі і з Літвы, з Украіны, з Малдовы, з Польшы прыязджаюць таксама. І вот за пар, не ведаю колькі, гадоў 12 можа, Леонид Михайлович быў старшынёй этого журы. Можете сабе уявіць, як цяжка працаваць сярод такой колькасці людзей і сярод розных думак і нават і спрэчак. Вельмі хорошая якасць Леонида Михайловича. Ён можа всіх аб'яднаць, всіх вакол сябе, выказаць нават кампрамісныя думкі, каб все пагадзіліся. І пад яго кіраўніцтвам это журы працавала вельмі эфектыўна. Я нідзе не бачыў, ні в России, ні в Польше, такой отлаженной працы. И вот соорганизовать их всех, да, и заставить, не то что заставить, создать атмосферу, чтобы они работали, да, и честно относились к детям, да, это, непросто. Но поскольку мне это удавалось, поэтому я был 19 лет, меня приглашали. И сейчас я так анализировал, да, и те, кто побеждал, да, я имею в виду белорусских детей, да, вот, они все где-то учатся или учились. И закончили уже. И институт наш, кто-то архитектуру. Мне цікаво побачити малюнки діток з Молдови, з Росії, з Ірака, з Індонезії, навіть з Германії. І от ця різниця я для себе уявляю все-таки, якби дітки одні, у всіх те ж саме, якби і клопоти, але різні, на самій справі різні. Колір діток, колір прац діток з Ірана, вони відрізняються від, наприклад, колористичної гами наших білорусів. Дома всегда звучала музыка. Я помню, папа всегда очень много работал, и в детстве у него еще, когда я была маленькая, не было мастерской, и он часто писал дома и включал музыку, причем музыка была необычная. С детства, за что я благодарна очень отцу, что дома царила возвышенная обстановка. Это не был такой быт. Я возвращалась, я помню, я возвращалась 5 класс домой, я прихожу домой, папа пишет, хотя уже была мастерская, но он пишет, звучит красивая музыка. Это было так, не у каждого из моего класса такая была атмосфера дома. И я ему за это благодарна, что это не были какие-то такие, такая жизнь в материальном плане просто, вот такая. У меня дочь, с самого детства занималась скрипкой, потом она закончила в Питере вокал классический, потом она еще ЕГУ закончила. Она в союзе журналистов, музыкальных деятелей и художников. Она пошла в студию лепить. Вот, и я вижу, что она больше начала, ей нравится лепить, да? Вот, это было в Дворце пионеров.
А скрипку вижу, что она забрасывает, да. Я говорю, педагог сказал, что ты вообще, таланта у тебя нет, вот, поэтому тебе лучше заниматься музыкой. Конечно, я это плохо сделал, она сейчас мне вспоминает. Я как-то признал, сказал правду. И она говорит, мне до сих пор. А потом как-то были на даче. Говорит, хочу, я взял этюдник, писал там. Говорит, а можно меня пописать? Ну, и вот там цветы бархатцы. Говорит, покажи. Она написала такой небольшой этюдик бархатцы. Пришла моя знакомая, она в посольстве работает, ну, за рубежом работала, да? Вот, говорит, хочу купить работу. Говорит, это продается? Я говорю, это не моя работа, я хочу купить. В высшее учебное заведение я поступила на искусствоведение. В общем, я окончила музыкальное училище в Санкт-Петербурге, но поступать вот по музыке вот в консерваторию, чтобы совсем академическое, вот, мне не хотелось. Мне как-то уже такие настроения были искать, наоборот, уходить от какой-то школы, какие-то поиски. То же самое, как художники. Иногда, наоборот, уходят, вот закрываются в мастерской и начинают искать такой свой стиль, свое направление, наоборот, может быть, разучиваясь вот это, рисовать. Да, забывая немножко академическую школу. Есть и такие, да, специальный такой поиск. Мне тоже не хотелось. Я поступила на искусствоведение. Я подумала, что в любом случае это мне поможет мыслить более масштабно, объемно, много философии и философии искусства, потому что это тонкие вещи, что есть искусство. И окончив, как-то, да, неплохо бы книгу, но о ком книгу? Конечно, об отце, кто рядом. Я его хорошо знаю, и творчество, и его жизненный путь, поэтому... Само собой, плюс ко всему, мне нравится этот художник, как художник. Помимо того, что он мой отец, у него тонкие лиричные пейзажи. Книга о творчестве главным образом, но и о жизненном пути, потому что это связанные вещи. Жизненный путь художника, какие-то вещи, они, которые он переживает, потом они прослеживаются и в творчестве. Леонид Гомонов видит в белорусском пейзаже то, чего, собственно, другие не могут и увидеть. И это не говорит о том, что у него такой, знаете, шпионский взгляд на проблему. Нет, вовсе нет. Я не хотел бы тут вдаваться в подробности, потому что тема очень широкая. Много художников работает в этом жанре, и каждый видит нечто свое. И это прекрасно. Я никогда не видел, как он пишет эти пейзажи. Он иногда пишет этюд небольшой, такие маленькие у него есть, хранятся в мастерской, как подсобный материал, рабочий материал. Но потом из этого маленького этюда, не одного, может, 2-3 этюда туда входит, в этот пейзаж, который он потом пишет. И это как бы не совсем новая, скажем, форма работы, потому что мы вспомним Левитана, например. Исаак Ильич Левитан собирал несколько этюдов, потом раскладывал их, видел перед собой это, а потом из этого что-то освещение брал, из этого брал какой-то там контраст, из этого еще что-то выбирал. Ну, в принципе, каждый пейзаж был узнаваемым. Я люблю и уважаю за его такую надежность, понимаете, с ним спокойно. Вот. И потом у него нету проблем. Потому что проблем в каком смысле? Он оптимист. Вот в трудные моменты, я помню, был у меня такой трудный момент жизненный, и когда я думаю, кому позвонить? И я так думаю, позвоню я Гомонову. Я оставляю человека наедине с природой. Я не хочу, чтобы кто-то присутствовал в этом пейзаже и мешал восприятию. Пейзаж – ваше настроение, потому что, все это, оно может быть мертвым. Вот земля, вот небо, да, а вот уловить дуновение ветра, да, чтобы было почувствовать, подойти так тонко, да, или как шелестит трава, да, вот это, наверное, очень важно. Я пишу, потому что мне нравится, да. А знаковые они там, пусть потом рассудят, знаковые они, не знаковые. Есть просто места, я люблю писать реки, там, допустим, да, уединенные уголки, просторы с облаками. То есть, да по-разному бывает. А знаковые, не знаковые, кто его знает.